Таджики массово уезжают из страны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие ужасы вынуждают людей покидать родину. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого нового. Задолго до начала весеннего призыва в столичном аэропорту скопились сотни молодых людей призывного возраста. Все они предпочли миграцию службе в Таджикистане. Об этом рассказывают местные корреспонденты, которые проводили рейс в Нижний Новгород. Резвон Абдарахимов из Гисара с гордостью рассказывает, что в советское время сам служил в танковом батальоне под Москвой. В Таджикистане он работает со своим сыном в одной столовой. Сегодня он провожал своего 20-летнего сына в трудовую миграцию работать помощником повара. Я бы с радостью и с большой честью отдал бы своего сына служить, но мы узнаем от соседей или родственников в новостях последствия этой так называемой службы. Странные травмы, гематомы и даже смерть солдат от рук дедов. Наша армия скорее не армия, а некий пыточный полигон. В мое время армия сделала бы из моего сына мужчину, но не современная армия. Лучше пускай мой сын уедет на заработки, чем будет искалечен или убит, говорит Резвон Абдурахимов. По его словам, один из его родственников чуть было не лишился жизни из-за неправильного лечения от туберкулеза в рядах армии, после чего было твердо решено: сын должен уехать. А как вы относитесь к нашей армии и к тому, что сейчас не происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Одного из улетающих пассажиров, жителя столицы, пытались в марте 2020 года насильно забрать в армию. Он учился на 4-м курсе и занимался дипломной работой. В ходе попытки забрать его в армию ему сломали правую кисть. Он лежал в больнице, когда его сокурсники продолжали учебу. Молодой человек так и не смог получить диплом из-за травмы. Если в таджикской армии такое обращение с солдатами, то я лучше убегу от такой армии, куда глаза глядят. Лишь бы не такая жизнь и не армия, говорит он. Еще и доходы семьи не покрывают расходы, надо оплачивать за свет, за воду и прочее. Надеюсь, в России хоть какая-то работа поможет мне прокормить семью. Еще один молодой человек, собирающийся покинуть страну, оказался из Регара. Он получал повестку от военкомата уже несколько раз, но так и не решился пойти в армию. Мои старшие братья уже отслужили. Один даже вернулся с серьезной травмой глаза. В 2012 году старший брат уехал, а позднее в 2019 году уехал другой. У каждого своя самостоятельная жизнь и семьи. Пару раз участковые вместе с председателем района приходили ко мне домой, чтобы забрать в армию, но меня не было дома. Вот теперь решил уехать в Россию на заработки, говорит он. Мужчина поясняет, что служить не столько не хочет, сколько не может. Моя жена работает воспитателем в детском саду за мизерную зарплату 1200 самани в месяц, а сам я работал плотником за 600-1500 самани, в зависимости от клиентов. Дома больные родители. Отчим был ликвидатором на Чернобыле, теперь он инвалид. Если государство готово обеспечить хорошим доходом мою семью, то почему бы мне не пойти в армию? В прошлом учительница средней школы, а ныне пенсионерка Фарзона Давлатова отправляет на заработки в Россию своего внука. Внук пережил несколько операций в детстве, и согласно медкомиссии его признали непригодным к службе, но несмотря на это, парня все равно насильно пытались забрать в армию. Фарзона Давлатова сама вырастила внука и своими силами поставила его на ноги. Почему бы нашим чиновникам самим не отправлять своих детей и внуков куда-то в холодный Памир на службу? Уверена, с такой жизнью, как у них, они все здоровые для службы. Это им нужно, чтобы кто-то защищал их самих. Но почему их должны защищать именно те, кому они ничего, кроме разваленной страны, не принесли? Может, страну нужно защищать именно от чиновников, чем от внешних врагов, возмущается женщина. Женщине пришлось несладко после развода и смерти ее дочери. Ее внук болел. Она несколько раз пыталась просить помощи у правительства, но лишь впустую теряла время, бегая по инстанциям, так и не получив поддержки. Когда мне нужна была помощь, чтобы я вырастила для страны солдата, ко мне страна повернулась боком. А теперь, когда талибы у границы, им нужны солдаты, это мой внук должен теперь их защищать этих коррумпированных чиновников за то, что они продолжали грабить таджикский народ? А вы имеете ответы на такие вопросы? И может, у вас есть свои ответы и мнение по поводу всего этого? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.